Хайрлы киши сәммісіз. Менің есімім Денис Петрович, екінші лицейда оқытам инглиз тілін. Во-первых, хотел бы рассказать, что сегодня на нашем занятии мы осветим две основные проблемы. Рашат Эфенди мне сказал, какие пожелания. Пожелание основное, как сделать так, чтобы ребенок заговорил на языке. Да? То есть какими техниками и приемами можно воспользоваться, чтобы ребенок именно вербализировал свои знания эффективно. И это первая сторона. И вторая сторона – это как мотивировать ребенка. Это всегда тема больная, всегда ее спрашивают, всегда открытая. Поэтому основные моменты это будут вот по этим двум темам. Итак, давайте начнем. Посмотрите, пожалуйста, на первый слайд. Да, для большинства из вас вот на этом слайде вы видите меня. То есть большинство из вас, все, что про меня знают, это вот я. И все. Да? Давайте познакомимся сначала со мной, потом познакомимся немножко с вами. Итак, вы видите звезду. На звезде у каждого конца какой-то факт. Название города, имя, цифра, название группы и дата. Все, что я вас буду просить делать в парах, в группах, пожалуйста, вы делаете на татарском языке. Хорошо? Все ваши вопросы, которые у вас есть по ходу нашей темы, можете задавать также на татарском языке. Я татарский язык понимаю, и буду отвечать на русском языке, чтобы не сделать ошибки. Итак, сейчас в парах, пожалуйста, убедитесь, что у каждого есть пара. Так, я предлагаю, у вас, давайте, во-первых, у нас будет много парной работы, потому что я считаю, парная работа – это ключевая, самая важная форма работы на уроке. Почему? Потому что я придерживаюсь мнения некоторых лингвистов-преподавателей, которые говорят, что все общение – это, в принципе, диалоговое общение. Как таковое полилоговое общение не существует. Даже когда мы в группе общаемся, все равно идет как общение человека с другим человеком. То есть диалог – это основная составляющая. Поэтому парная форма работы. Так, у нас есть. Так, вы не участвуете, да? Вы не участвуете, вы организатор. Так, у всех есть партнер? Вы троем? Ага, все. Итак, давайте дадим вам буквально минуту времени. Обсудите, 2 минуты. Обсудите на татарском языке, естественно, что эти цифры означают. Что эти данные означают. Время пошло. Итак, время вышло. Спасибо. Вы дисциплинированные ученики. Уже за 2 секунды уже прекратили говорить. Итак, Алабуга. Мин туган шәһәр түгел. Мин укыган шәһәр. Мин Алабуга дәүләт педагогика университетында укыдым. Инглиз теле һәм немец, алман теле факультетында. Айнур. Тормыш иптәшегезнең исеме? Юк. Ул төрек түгел. Да, Айнур это турецкое женское имя. Юк. Минем дустымның исеме, иң якын дустымның исеме. 6. Юк. Яраткан цифра. Юк, без 5 бала гаиләдә. 6 тел беләсезме? Дөрес. Мин 6 телдә аралаша алам. Бурановские бабушки? Юк, мин бик яратмыйм. Бергә тугыз. Бергә юк, биеп үсмәдек. Минем әби. Юк. Минем милләттәшләр. Ягъни алар удмуртлар, Удмуртиядан, мин милләт буенча тоже удмурт. 22 июль 2004. Армиядан, юк, армияда хезмәт итмәдем. Юк. Юк. Эшли башлаган. Почти, дөрес. Ул көнне мин лагерьдә эшли башладым, ягъни беренче минем педагог тәҗрибәсе булды. Һәм ул көнне мин беренче Денис Петрович дип аталдым. Да. Итак, переходим. Есть такая, начну с этой шуточки. Август.
Приходит первоклассник домой после первого учебного дня. Мама интересуется: ну как тебе учительница, сынок? Странная, она сама ничего не знает, все у нас спрашивает. Думаю, пересекается, да, с нашими в ГОС. Почему, как, зачем, да, о чем мы сегодня будем говорить, как вы думаете, догадались. Да, и для развития критического мышления вот популярен такое стихотворение, которое дети заучивают на английском языке, ну вообще просто как шуточное. Редьярда Киплинга. «Есть у меня 6 слуг, проворных и удалых, и все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде, зовут их как и почему, кто, что, когда и где». Да, то есть мы всегда детям говорим вот эти вот 5 вопросов, 5 вопросительных слов. Ну, на английском языке мы немножко тут шутим, да, вот «he», «husband». Вопросы с «he» начинаются. «How», «how much», большинство английский учили. И у этого «he», у husband 5 жен. What, when, which, where and why. И вот таким образом можно заучить эти вопросы, потому что всегда вопросительные слова важны для беседы, для описания картинок и так далее. И также хотел с вами поделиться вот такой вот цитатой Антуан де Сент-Экзюпери. «Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения». И поэтому, как вы знаете, что у нас в Татарстане активно шло обучение по сингапурским методикам, и я был в свое время один из первых, который обучался, был тьютором сингапурского обучения, обучал других учителей и активно применяю сингапурские методики на уроках. Элементы этих методик будут сегодня тоже представлены, но так как Рашад Эфенди сказал, что большинство из вас с этим известны, кто-то обучался, поэтому как таковое их обучать я их не буду. Но хочу сказать, что именно для развития для развития коммуникативного подхода, я считаю, что именно вот обучение в сотрудничестве и другие различные приемы, методики, то, что к нам пришло от компании Educare, они идеальные средства, поэтому я считаю, что их нужно применять. И они очень большой популярностью пользуются в Америке. Вот эти вот структуры, Kagan Structures, вот эти Рейли Робин и так далее, они созданы были, как вы знаете, Кейганом Спенсером, который был выходец из Советского Союза, и он сейчас основал свой институт, Каган институт в Америке. И вот эти вот структуры вообще в Америке, в американских школах очень популярны. И они сейчас популярны становятся по всему миру, в Англии в том числе. Я вот сам обучался в Америке, в Англии общался с учителями, знаю, что поэтому это такая мировые тенденции, и считаю, что можно их применять. Начнем. Зачин, то есть начало сегодняшнего нашего занятия. Вообще слово «зачин» я посмотрел в толковом словаре. В методике преподавания как такового слова «зачин» для начала занятия не существует. Это слово «зачин» я взял из искусства публичных выступлений. Да, то есть есть техника публичных выступлений, а работа преподавателя, учителя – это, в принципе, публичное выступление, то есть ораторское искусство. И вот в ораторском искусстве начало выступления называют зачин. И поэтому я хотел с вами, чтобы вы обсудили, да, в парах, ну, структура Рейли Робин я предлагаю, да, то есть как пинг-понг. Каким образом можно начать урок? Интересно, коммуникативно, то есть что, ну, либо интересно, либо коммуникативно, то есть что где дети начнут говорить. Поэтому в парах обсудите, как у нас Рейли Робин. Одну идею говорит партнер А, одну идею партнер Б, и вот так вот обменивайтесь. Так, давайте сначала подумаем. Пока не начинаем, пока думаем. Итак, начали, 1 минута. Татарша, сили безае. Рахмет. Так, давайте услышим ваши идеи. Да, давайте просто поделитесь идеями. Я сейчас задам вопрос и скажу слово «попкорн». Попкорн – это значит, вы просто встаете, называете свою идею. Давайте буквально 3-4 идеи. Итак, как можно начать урок интересно, коммуникативно? Попкорн. О чем пришли? Ученикам спросить, да? Угу, хорошо.
Ага, окей. Ага, яхшы. Ага, рахмат. Тағын. Айя, ярар. Фрагмент видеоны көрсету, айя. И соңғы фикір алабыз. Кул көтермейбіз попкорн болғанда? Yok, попкорн продолжается. Попкорн продолжается. Да. Да. Ага, спасибо, рахмат. Да, то есть если тема у вас еда, допустим, да? Понятно, попкорн. Да, попкорн это чисто по технике, да? То есть попкорн это прием чего? Прием устного опроса, фронтального устного вопроса, где не учитель центрирован, так, ты встал, так, ты руку поднял, так, хорошо, сели. Ученик сам встает, то есть что развивает инициативу, развивает то, что ученик должен активно слушать, то есть он не должен повторить идею другого ученика. И, как правило, я прошу всех детей высказаться очень быстро, поэтому каждый ученик должен какую-то идею сказать, поэтому ученику стеснительному обычно придется вначале выступить, потому что он знает, в самом последнем у него идеи уже не будет, да? Поэтому этот попкорн очень эффективный метод тоже для устного опроса фронтально, но более ученик-центрированно. Еще я хотел бы вам рассказать историю из своей жизни. Вот этот вот, я бы хотел вам показать, это словарик английского языка. Это мой первый словарик английского языка. Да, я его приобрел в 1998 году, не помню, сколько мне тогда было лет. Интересная очень история с ним была. Я родом из крестьянской семьи, из деревни. У нас в семье читать книги, учеба не была никогда в почете. И поэтому, когда я сиделся с книгами, мне в семье всегда насмехались: ты книжный червь, там интеллигенция такая-то, там ничего не делаешь, книжки только читаешь, не работаешь. Да, и поэтому мне вот немножко тяжело было вот в этом плане. И вот когда мне было лет 12, да, сколько это, 10, около 12 лет, мы с мамой поехали в город, в Вятских Полянах, я сам с Вятскополянского района, в Вятские Поляны поехали с моей деревни, и для того, чтобы купить обувь. И зашли в магазин обувной, спорт, что-то там название было, и на полках стоит обувь, и удивительно, и также на полке стоит вот этот словарик. Да? И я в то время очень любил английский язык, увлекался английским языком, но словарика у меня не было, сами знаете, да? И я так хотел этот словарик, а словарик в то время стоил 20 рублей. Для нашей семьи купить книгу, да, учебник, который тем более еще не тот, который по списку от школы, это как бы нонсенс был. И мне пришлось очень сильно уговаривать маму, да, купить мне книгу вместо обуви. Мама согласилась, но она сказала при одном условии: я куплю тебе словарик, если ты даешь слово, что к концу школы выучишь английский язык. Ну, я человек послушный, естественно, этим словарем пользовался очень активно. Да? И вот, как вы видите, в 11 классе и закончил, поступил благополучно на факультет иностранных языков. То есть вот такая вот история случилась. Давайте я вам покажу теперь на слайде опять из презентации по ораторскому искусству, это не педагогические уже, да, приемы, каким образом выступающие, публичные лекторы пользуются для того, чтобы захватить внимание и интерес аудитории. То, что я сейчас пытаюсь сделать. Да? Использовать предмет. Видите, я принес живой предмет перед вами, да, перед глазами. Не просто картинка, а живой предмет. История. При этом рассказал историю, связанную с этим предметом, личную. Да? То есть, если бы это было на английском, на татарском языке, это было бы что? Это было бы, то есть, аудирование, да, это было бы вот какой-то уже лексики, уже текста. Что, оригинальную цитату вам показал? Шутка-анекдот вам показал, Павгос связано, да? То есть я много здесь зачинов сделал. Еще что? Ну, еще вы отгадывали и обсуждали вот личную информацию, связанную со мной, да? Вот. Это те виды зачинов, которые можно сделать для начала урока. Итак, давайте сейчас мы с вами немножко познакомимся и сделаем пликерс. Кто-то пликерс знает, кто-то уже участвовал. Так, я вас попрошу, Хабибулло, можешь раздать вот сверху, да? Сверху вот так вот.
Вот, то есть, что они по порядку, потому что 1, 2, 3, 4, 5. Неважно в какой последовательности. Сейчас слушайте мою инструкцию. У вас, у каждого есть пликерс. Это карточка пликер, да? Каждая карточка подписана цифрой 20, 23, вот, допустим, у меня, да? То есть я знаю под вашей карточкой конкретно, кто из учеников скрывается, да? У меня есть список, не ваш список, я просто сделал рандомный список имен. И вы видите, здесь у вас у каждого уникальная картинка. И над каждой стороной картинки представлены буковки. Что вам нужно сделать? На экране появится вопрос с 4 вариантами ответа. А, Б, С, Д. Если вы выбираете вопрос, а вы выбираете вариант, и, соответственно, допустим, вы выбрали вариант Д. Буковка Д у вас должна быть сверху. И вы таким образом мне буковку D держите, показываете. Желательно вот это вот не закрывать, да, иначе просканировать я не смогу. Я своим телефоном просканирую ваши картинки, и все результаты у меня моментально появятся на экране. Итак, теперь сейчас я включу. В данном случае я пользуюсь телефоном как пультом управления, а экраном пользуюсь просто как экраном для показа вопроса. То есть все управление у меня идет через телефон. Вопрос. Мектеплерегизде татар теле дәресләре ничек үтте? Вспоминаем свою школу. 4 варианта ответа. А. Минем дәресләр һәм укытучылар шәп иде. Б. Без күбесенчә грамматиканы өйрәндек. С. Мин татар телен гаиләдә генә өйрәндем. И. Д. Мин үзем дә татар теле укытучысы булуымны аңламадым. Ничек татар теле укытучысы булдым, аңламадым. Итак, выбираем А, Б, С, Д, поднимаем карточки, и я своим телефоном сканирую вас. Спасибо. Да, вот они у меня сканируются. Вот видите, вы здесь, я просто в интернете забил женские имена татарские, я же знаю, что большинство будут учителя женщины, да? И оказалось, что больше всего в татарском языке имен на букву Г. Да? Все, я просканировал, можете опустить. Если бы вы знали свое имя, к сожалению, вы не знаете свое имя, да? Вы бы видели, просканировалось у вас или не просканировалось. Итак, видим статистику. 12 человек выбрали А, 5Б, много, да? 2 человека С и 3 человека Д. Да? Таким образом, то есть вот этой программой Plickr можно проводить вот такие вот опросы аудитории. Как вы видите, в данном случае техника не нужна, то есть техника нужна только для ведущего, что значительно упрощает. Иногда с интернетом проблемы у детей, не у всех бывает доступ. И для больших аудиторий также работает. То есть если бы здесь аудитория была 50-100 человек, я вот так вот бы просканировал, у них у всех уникальные карточки, да, и, естественно, сразу видно, у кого просканировалось, у кого не просканировалось. Тем более, если у вас заранее созданные классы там. Угу. Так, сразу, у вас какие вопросы по программе Plickers? Plickers, да. Plickers.com. Ну, как вы видите, что здесь можно в любом языке создавать. Для Plickers, как вы понимаете, нужен экран, где показывается вопрос. Нужны карточки, распечатанные для учеников. Также с сайта. Это бесплатная программа, там нету платной опции, там все функции бесплатны. Ей можно проводить опросы, можно проводить тестирование, то есть, да, где дети вот так вот показывают А, Б, С, Д свои варианты. Итак, переходим далее. Да, как вы знаете, что мы живем в 21 веке, и возвращаясь к цитате Антуана де Сент-Экзюпери, где он сказал, что роскошь человеческого общения – это самая большая роскошь, можем сказать, что в нашем веке, в 21-м, учитель уже не источник информации, да? И поэтому такие сайты, как Google, Яндекс, дети могут все узнать там.
И вопрос же заключается в чем? В чем же тогда роль учителя, если не передатчика знаний, если не транслятора знаний, как говорится? Роль учителя в 21 веке, как вы знаете, поменялась. Учитель становится менеджером образования такого своего рода, да? А ученики становятся клиентами. Поэтому говорят, что образование переходит в сферу услуг частично, да? Соответственно, отношения уже немножко другие становятся. Поэтому вопрос заключается, можем ли мы, как учителя, выдержать конкуренцию гаджетов, ютуба, компьютеров и так далее, интернета. И в данном вопросе, да, можем. Почему? Когда мы создадим на уроке такую ситуацию, где дети будут общаться между собой, потому что сами знаете, что детям интереснее общение между собой. Им не интересно общаться с педагогом, да? Они веселятся, когда они общаются со сверстниками. И когда мы им даем такую возможность, но при этом даем эту возможность в академическом контенте, в том контенте, который нам нужен, в том направлении, тогда мы делаем свое дело, и дети не просто веселятся, как здесь, а учатся новому. Им интересно. Ну, вы знаете, вот эти, просто повторю для кого-то, может быть, новое для кого-то не совсем. Это принципы обучения в сотрудничестве. Я бы сказал, это принципы те, которые я придерживаюсь на уроке. Принципы пирога, да, PICE, принципы Сингапура, кто-то знает. Это 4 принципа. Позитивная взаимозависимость, индивидуальная ответственность, равное участие, одновременное взаимодействие. Ну, как вы знаете, кто-то на сингапурских курсах был, кто-то не был. Для тех, кого был, будет повторение. Для тех, кто не был, это новое. И очень легко запомнить эти принципы кинестетическим способом. Да? Позитивная взаимозависимость, да? Когда мы взаимозависимы друг от друга. Вот простой пример. Я вам дал задание. Обсудите, каким образом можно начать урок. Но при этом я сказал, не просто обсудите, а сказал, одну идею вы, одну идею партнер Б. А, Б, А, Б. Что я этим способом, этим приемом, чего я добился этим способом, это то, что тот человек, который активный, он не вот эти 2 минуты не использует только для себя, а молчун просто будет сидеть и слушать. Да, то есть позитивная взаимозависимость. Вы зависимы друг от друга. Я не могу продолжить, если мой партнер не назвал идею. Да? То есть если бы я вам задал вопрос, перечислите виды еды на татарском языке. Да? Они бы там сидели, олма, ипи, и вот так вот перекликались. А тут можно предложениями. Почему предложениями? Почему идеями нельзя? Можно, это тоже, когда множественный ответ. Индивидуальная ответственность, да? Индивидуальная, я, ответственность, то есть как бухгалтер, ответственен, чтобы все четко было. Равное, знак равенства, участие. То есть А, Б, партнер А, Б, партнер А, Б. Поэтому я не сторонник групповой формы работы. Групповая форма работы или парная форма работы без структурирования – это хаос. Это доминирование и развитие более сильного ученика и ослабление и деградирование более слабых учеников. Потому что все делает более сильный ученик, а должно быть обучение в сотрудничестве. У каждого ученика своя роль, свое время, свое четкое задание, и каждый должен внести какой-то вклад в общее дело. Поэтому здесь очень большая разница. Обучение в сотрудничестве и групповое обучение. И вот одновременное взаимодействие. Одновременное взаимодействие, как зеркало, да? Одновременное взаимодействие. То есть у нас одновременно весь класс работал. И как вы видите, когда я вам задал вопрос, обсудите идеи, как начать урок, 50% класса у нас говорило, 50% класса активно слушало. Почему активно слушало? Потому что он должен слушать своего партнера и не должен повторить ту же самую идею. То есть это активное слушание, да? Эту пирамиду обучения многие знают, каким образом мы вообще учимся. Как вы видите, лекция, то есть то, что я сейчас делаю, это самая менее эффективная форма обучения. Да? До 5% материала будет усвоено. Чтение до 10%. Аудиовизуализация, то есть мы предоставляем аудио-видео, сегодня тоже будет у вас и аудио, и видео, 20% на татарском языке. Демонстрация, групповое обсуждение,
практика конкретной работы и обучение других, непосредственно применение знаний. Поэтому в обучении в сотрудничестве всегда есть сильные дети, и в своей методике я, допустим, прошу сильных детей быть мне как таковым помощники учителя, да, teaching assistants, когда они обучают других, проверяют других, дают ошибки, потому что они английский знают очень хорошо в этом плане. И, то есть, получается, сингапурские методики и то, что вот я сейчас вам говорю, то, что я пытаюсь пропагандировать, оно полностью соответствует вот этой пирамиде обучения. Да, где вот самые эффективные способы, они как бы здесь. И поэтому самое эффективное, самое большое на уроке должно быть вот такие формы работы. То есть это называют активные формы, да? Это называют пассивные, где ученик реципиент, пассивный получатель знания. Здесь он активный добытчик знаний. Да? То есть есть же такая цитата, да? Когда учителя перестанут учить, ученики начнут учиться. Обучение в сотрудничестве. Ну, вы все знаете, когда ребята сидят в группах по 4 человека, лично я иногда сажу детей по 4, иногда в традиционной форме, просто использую элементы, да, то есть где дети могут повернуться к партнерам сзади и обсудить уже в команде. Почему я использую таким образом? Потому что не во всех школах удобная мебель, которую можно быстро, оперативно за 2 минуты передвинуть. Соответственно, когда мебель тяжелая, громоздкая, не будешь там, когда формы работы разные, бывает и тест, бывает и так, и чтобы дети лишний раз просто не отвлекались друг на друга, я все-таки парты оставляю таким образом, но использую элементами. Да, попкорн. Тоже попкорн, повторимся. Многие из вас проходили сингапурское обучение, либо какие-то другие тренинги. Назовите, пожалуйста, какие обучающие структуры, вот Рейли Робин я назвал, да, попкорн, приемы обучения в сотрудничестве, либо сингапурские приемы, либо просто приемы, которые на слуху, вы знаете. Попкорн. Знаете, сингапурские методики, может, слышали, знаете. Mix, pair, share. Да, только вставать надо. Mix, да. pair, share. Спасибо. Corners, когда по углам, да? Угу. Ага. Не помните, да, как это называется? Да, я тоже сейчас не вспомню. Угу. И давайте последнее кто-то назовет. Интервью со звездой. Ага, интервью со звездой. Interview with a star. Да, там много вот разных, вообще около 200-250 структур предлагает Каган. Да, естественно, на каждую структуру идет обучение, у каждой структуры есть определенная технология четкая, которой нужно четко придерживаться, да, иначе это будет просто хаос. Поэтому, которые вот вы слышали, может, да, это вот 3-step interview, number heads together, think, pair, share, find the fib, найди из 3 предложений одну ложь. Rally Robin, вот это мы сказали. Round Robin, когда 4, да, вот эта вот птичка Робин, это малиновка. Она очень много любит говорить, поэтому они назвали ее Робин, эту структуру. То есть там, где именно люди говорят. Когда дети слышат Робин, значит будем говорить. Поэтому Робин, малиновка. Pairs check и так далее, и так далее. Там очень Rally Coach я очень люблю, очень часто использую Rally Coach. Coach это тренер. То есть ученик становится в роли учителя. Мы разобрали какую-то тему, дети решают упражнения. 10 упражнений. Я говорю, Rally Coach. То есть партнер А – учитель, партнер Б – ученик. Ученик читает задание и отвечает. Партнер А анализирует. Думает правильно, неправильно, помогает, и потом по очереди таким образом. Естественно, в конце идет обсуждение. Я как учитель называю правильные ответы, и дети как бы анализируют уже, насколько они правильно обсудили, поняли. Итак, Рашад Эфенди говорил про то, чтобы каким же образом вывести детей на говорение, да? В методике английского языка это мы называем говорение, когда мы хотим, чтобы дети заговорили, да, на языке. Именно вот физически, органами речи, как говорится, вербализировали свои мыслительные процессы. Что же такое говорение? Это один из самых важных навыков, да, это продуктивный, это результат, в принципе, всего. Это вот то, что мы выдаем как продукт нашей работы.
Одна из самых распространенных учебных целей. Используется в любом языковом экзамене. Обычно вызывает больше всего затруднений у студентов. Не всегда хорошо прорабатывается в учебниках. Особенно в учебниках наших российских. Вот я открываю российские учебники, там очень мало включено говорение. А я как учитель, как практик, я не могу каждый урок методически, методологически продумывать. Мне надо, чтобы был готовый урок, я быстро его изучил, и, естественно, его провел как методисты, уже грамотные люди, ученые, составили, учитывая все психофизиологические особенности учеников этого возраста. Поэтому мне очень важно, каким именно учебником мы пользуемся. Я вам сегодня покажу на слайде один из учебников английского языка, который мы используем в английском языке у себя активно, и вы увидите, насколько учебник грамотно составлен. И насколько увидите, что урок грамматики, что такое урок грамматики? Это все решаешь. Там огромное количество именно коммуникативных заданий. И на любом уроке таким образом. Итак, давайте опрос. Какие проблемы чаще всего возникают при работе с говорением? Давайте просто, не вставая, да, без попкорна. Да. Языковой барьер. Языковой барьер, хорошо. То есть боятся говорить. Лексики не хватает, да, то есть слов не знают, хорошо. Неправильная грамматика. Неправильная грамматика, боятся, да, грамматические ошибки сделать, из этого акцента боятся своего, да, вот я своего акцента стесняюсь, вот это там, и, там, вот это я путаю, х, там и так далее. Лень. Лень иногда просто, да. Нет мотивации, вот хороший. Просто стеснительность. Стеснительность, вот, да, лень, мотивация, стеснительность, психологические личные качества, да. Почему? Для чего я сейчас этого спрашиваю? Для чего? Потому что, как говорится, знай врага в лицо. Когда мы знаем врага, мы знаем, каким образом с ним бороться. Да? Знаем врага лень, значит, мы думаем, так, каким образом побороть лень? Через мотивационные приемы. Да? Языковой барьер, грамматика боится ошибки сделать так. Каким образом сделать так, чтобы ученик говорил, не боясь сделать грамматических ошибок. То есть мы с этими врагами боремся. Я вам покажу часть приемов. Еще какие есть проблемы? Почему дети не говорят? Мало читают, да. То есть в голове пусто, да? Как ребенок приходит на эссе, написать надо эссе, он вроде английский знает, язык знает, а в голове идей нет, то есть общий кругозор не развитый, да, то есть не знает, допустим, какие-то вещи просто из культуры, из социальных каких-то вещей, кругов. И последняя, может, какая-то идея. Ашагалар. Рахмат. Так, давайте посмотрим какие-то распространенные проблемы. Не все, естественно, да? Молчаливые студенты есть, да? Интроверты, языковой барьер, слишком сложно. Не заинтересованы, да, студенты, учащиеся, вот это то, что вы называете. Не используют target language, мы называем, да? Target language, то есть язык изучения. Проблемы с подбором слов вы назвали. И переходят на родной язык, на русский язык очень часто, да? Потому что так проще. Так, каким же образом можно с этим бороться? Интроверты. Интроверты говорят, вот, допустим, я даю задание. Time PSE. Ну, простое задание. Как ты провел свое лето? Расскажи, 2 минуты партнер А, 2 минуты партнер Б. Он такой, минуту рассказал, I sat at home, я сидел дома, did my homework. И все. Он говорит, я все рассказал. А ему 2 минуты нужно говорить. А цель наша что? А дети иногда думают, цель в вопросе, в самом задании. А вы сами знаете, основная цель коммуникативной методики – это акцент на процессе обучения. На процессе обучения. Не на ошибках, не на результате, а именно вот этот процесс, чтобы они, вот деятельностный подход. Да? Соответственно, ученикам мы говорим, если вы не знаете, придумывайте, используйте воображение, детали. Ну, это дети на олимпиадах участвуют, не знают, что говорить. Я, говорит, не знаю про эту тему. Воображай, потому что здесь мы, ну, по крайней мере, вот в говорении, именно, чтобы они говорили много. Поэтому им говорю, вы должны продолжать говорить. Естественно, подсказки им даю, хожу по классу. Ну, когда дети привыкают к этому, не знают, что 2 минуты должен говорить, ни больше, ни меньше, они будут 2 минуты говорить. Языковой барьер. Mistakes are natural. То есть, когда дети боятся сделать ошибку. Да? То я тоже боялся сделать ошибку, перед вами выступить на татарском языке. Естественно, я академически на татарском не говорю, только бытовой у меня татарский в семье.
И, соответственно, мы говорим, ошибки – это естественно. Вот у нас есть в методике преподавания английского языка наша самая главная женщина-учитель номер 1 – это Светлана Григорьевна Терминасова. Кто-то, может, слышал, кто-то учился. Светлана Григорьевна Терминасова. Она основатель факультета иностранных языков МГУ. Она говорит, я, говорит, на своем родном языке, на русском, делаю ошибки. Как же я, говорит, могу не делать ошибки на чужом мне языке? Да? На чужом мне языке. Поэтому она говорит, что это естественно, этого не надо бояться. Да, вот эти надевать, одевать. Всю жизнь учу, никак не могу запомнить, где там надевать, как там одевать. Забиваю через неделю-две. Да, студенты не заинтересованы, мотивация. Да? Нужно давать какие-то разнообразные провокационные задания. Да, провоцировать нужно учеников разговору. Вот я, допустим, какие-то провокационные темы бросаю ученикам, потом говорю, так, остынь, 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 это я просто, чтобы ты говорил. Да, когда начинают, да это не так на английском, да, а чувствуешь, говори, да, давай, продолжай. Да? Там. Ну, естественно, без табу топиков, без политики, без там каких-то, да, есть темы табу, поэтому мы про них не затрагиваем. Не используют target language, да? Нужны таблицы опоры, полезные фразы. Мы их называем разговорные гамбиты. Что такое разговорные conversational gambits? Я вам покажу. Без них никуда. В методике английского языка это, как бы, вы увидите, это очень четко. И переходит на родной язык. Нужен пример преподавателя, который сам должен всегда говорить на изучаемом языке. Вот поэтому мы у себя в школе используем, допустим, метод погружения, да, immersion, когда дети уже с нуля полностью погружаются в язык, и обучение идет полностью на английском языке. Первое время они там тонут немножко, не понимают, и потом потихоньку, потому что в конце концов инструкции те же самые, согласитесь, набор слов тот же самый у учителя примерно, поэтому они быстро к этому привыкают и входят в колею. Вот посмотрим на скриншот. Ну, вы здесь ничего не видите, я вам просто покажу. Это скриншот, как видите, одна страница, один урок. Очень просто у нас. Одна страница, один урок. Вот учебники татарского языка коммуникативные, они используют методики английского языка, где легко, вот есть темы. Вот этот урок на аудирование, это урок на грамматику, это урок на коммуникацию, вот этот урок на грамматику. Но смотрите, здесь, кроме этого первого задания, есть еще задание lead-in, зачин для учителя, в книге для учителя. Он еще, прежде чем начать первый слайд урока, он еще просто с учениками там начнет какую-то просто в тему, вольет их просто там, hello, там, а тема-то к этому будет привязана. Там, да? О чем вы думаете сегодня будем говорить, да, вот как в ГОС требует. Поэтому это уже зачины все уже даны. И потом говорит, посмотрите на картинку, картинка стимул, да, зачин. Показать картинку. Кто это люди, почему они спорят, обсудите в парах там, да. Или, допустим, time per share. Ты 30 секунд, ты 30 секунд. Быстро обсудили, сказали, обсуждение идет, да, потом идет текст, потом идет разбор грамматики, то есть они сами грамматические правила создают, исходя из текста, да, то есть сами выводят грамматику, то есть, да, потом идет упражнение уже, здесь они все, вот я, допустим, здесь прошу их всегда делать в Релли-Робин упражнение, то есть они всегда одно предложение один партнер, другое второй, то есть постоянно, чтобы была коммуникация. И потом они здесь делают вопросы с этой темы, и эти же вопросы обсуждают. Потом опять упражнение, потом опять спикинг, потом опять спикинг. То есть только в самом этом 1, 2, 3, 4 чистых спикинга, один спикинг, который учитель задает lead-in, вот это зачин, и еще спикинги, где ученики обсуждают предложения, обсуждают вот эту грамматику, релли-коуч, учитель по парам, там, да, один учитель, релли-робин, и друг друга проверяют. То есть, видите, весь урок грамматики прошел очень коммуникативно. И ученики в идеале минут 15 минимум времени из 45 будут говорить. Я имею в виду про каждого ученика. То есть конкретно я 15 минут на уроке сегодня поговорил. Я вот именно. Да? Поэтому это нужно всегда держать в голове. Сколько же минут сегодня у меня ученик поговорил.
Да? Вот у меня иногда бывают такие уроки, где дети очень много лексики, ну, вот это разделы лексики изучили, разделы грамматики изучили, да. Вместо того, чтобы просто я зачитываю им правильные ответы и объясняю, я им говорю, так, в парах обсудите, потом раз, допустим, ключи на экране, какие у вас вопросы? Да, они говорят, так, вот здесь вот почему, отвечаешь на вопрос. То есть они уже обсудили, и вопросы у них, и говорят, что нельзя задавать вопрос, вы поняли, у вас есть вопросы? Это называются вопросы-убийцы. Вопросы, которые, да, предполагают, что ученик должен сказать, я, да, все понял. А если ученик не понял, он испугается. Поэтому это вопросы-убийцы. Поэтому нужно задавать какие вопросы? Вопросы называют их в методе concept checking questions. Вопросы на проверку понимания концепта. Concept checking questions, я перевода не знаю. Соответственно, я задаю, какие у вас вопросы? Этим самым я провоцирую, что как это у вас нет вопросов, да? И ученик даже самый, ну, не очень умный, он задаст вопрос, потому что учитель этот ожидает вопрос. И никто не будет над ним смеяться, потому что учитель задал, какие у вас вопросы. Да? Таблицы опоры. Вот в методике английского языка я вам сказал, да? Ученику дается таблица опоры. То есть конкретная лексика, конкретные вот эти вот задатки предложений. Им точно нужно просто трансформировать. Там описать, допустим, кого-то, здесь сказать, она там ей ранних 30 годов, средних 30 и в поздних 30, ну как дословно если перевести. Соответственно, ученики просто подбирают комбинации, как вот эти вот, да, пазлы. И используя вот эти вот таблицы опоры, они у нас вот здесь вот привязаны, представлены. Вот таблицы опоры. Нет, здесь нету, в языковых уроках есть. Но вот это вот, в принципе, тоже опоры. Потому что это конкретные предложения, которые они должны составить. Да, просто это как опоры для них. И полезные фразы. То есть, когда мы даем какие-то фразы, лексику, которую мы изучили, да, ребенок, соответственно, знает, что ему нужно использовать вот эту новую лексику в своей речи, в своем диалоге. И учитель может по ходу, когда слушает ученика, вычеркивать эти фразы. Так, использовал. Просто как бы... Или когда он вышел, или в его тетрадке, либо они должны эти слова подчеркнуть, новые, в своих монологах, потому что они же сначала монологи пишут в тетрадках, используют новую лексику, подчеркивают, их учитель видит, что он использовал, и потом они этот монолог выдают перед классом, допустим, презентации или так далее. Да, вот это очень сильная вещь, вот это самая главная вещь, кто-то слышал, TTT, STT, Teacher Talking Time и Student Talking Time, то есть время разговора учителя и время разговора ученика. То есть мы задаем вопрос, сколько времени на уроке я сегодня говорил, сколько времени говорили мои ученики, да? Соответственно, чем больше ученики говорили, тем больше у нас коммуникативный урок прошел, тем больше они именно вербализировали свои знания, да? Они именно работали, поэтому вот тоже соглашусь с одной учительницей, многие учебники, они дают избыточное количество упражнений. Избыточно, да? Учитель стремится все эти упражнения успеть сделать. И вот как галопом по Европе, так, давайте дальше. Не нужно этого стремиться, нужно, чтобы вот именно вот на процессе обучения, да, концентрироваться, чтобы дети именно проговорили. Нам же все-таки важно, чтобы ребенок вышел с урока и сказал, так, я сегодня на уроке аж целых 10-20 минут на языке поговорил. Соответственно, это очень важно. А с кем он будет говорить? С учителем он не будет говорить. Как он с учителем будет говорить? 20 учеников, один учитель. Поэтому, естественно, нужно использовать только парные, групповые, вот такие вот структурированные формы работы внутри класса. Учитель, он никогда не выступает партнером по собеседнику. Даже когда есть группа, где 2 человека, а у одного нету партнера, учитель никогда не становится партнером. Почему? Потому что ученики могут уйти из темы, там, начинать не по теме говорить. Учитель, он всегда менеджер, он всегда вокруг смотрит, проверяет, как бы, да, и собирает обратную связь. То есть я прохожу, когда я собираю обратную связь, так, типовые ошибки, и потом говорю, так, я вас послушал, вот такие были типовые ошибки, пожалуйста, обратите внимание, так не говорим там, да. Как же увеличить время разговора ученика, и снизить время разговора учителя? Что нельзя делать? Нельзя задавать эхо-вопросы. То есть ученик что-то задал, мы его переспрашиваем. Нельзя повторять инструкции.
Вот Елена Николаевна Соловова, тоже методист по английскому языку, это человек номер 2 после Терминасовой, она говорит, что когда вы на уроке даете инструкцию ученикам, они должны с первого раза выполнить. С первого раза. Почему? Потому что учитель сказал, потом еще раз повторил, потом еще кому-нибудь подошел, еще раз повторил. Это что? Это неуважение к учителю. Да? То есть это воспитательный момент. Это, во-первых. Во-вторых, в жизни, когда они выйдут в рабочую, да, никто не будет им повторять 2 раза. Так, давайте это сделаем, так, давайте вот так вот сделаем. Да? 1 раз инструкция, потом выполнение. Если что-то не поняли по инструкции, задают после того, как инструкция была дана. Учитель-центрированный подход, да, нельзя делать. И длинные объяснения. Иногда мы начинаем объяснять. Особенно на языке ученик уже забыл. Особенно слабый ученик. Поэтому можно использовать жесты. Как вы знаете, жесты, они для коммуникации важнее, чем слова, эмоции. Короткие, четкие инструкции. То есть сказал инструкцию 10 слов и сказал инструкцию 50 слов. Сколько-то 10 слов говорил, допустим, 20 секунд, и 50 слов, 2 минуты говорил, там, допустим, да, инструкцию. Украл время у учеников. Вор, соответственно, учебы. Мы крадем у детей чего? Учение. Да? Не повторять инструкции, жесткий тайминг должен быть, да, как я говорил, так, 2 минуты у тебя, 2 минуты у тебя, поехали. И все. Соответственно, то же самое в Релли Робин. У Релли Робина нету тайминга, но когда мы говорим, там примерно понятно. Да? Кто-то там 5 секунд, кто-то 10. Сократическая беседа. Ну, с этим приемом многие знакомы. Если кто-то не знаком, просто посмотрите. Это просто когда мы детям задаем много вопросов, то вопросами выводим их к истине. Да? Парная форма работы, как я написал в приоритете. Групповая и минглинг. Они должны быть структурированы. Это мои личные записи. Минглинг я просто на русский язык не перевел. Минглинг — это когда, если бы я, допустим, сейчас вас попросил встать, и вы перемешивались по классу, с этим партнером пообщались, там, да, с этим партнером пообщались, и вот это минглинг со всеми партнерами в классе пообщались. Да. Если было бы задание, допустим, познакомьтесь с как можно большим количеством людей. Там, узнайте там 3 вещи, допустим. Там, город, там, университет и там хобби. И вы, допустим, минута времени, так вы сильное хобби, и, соответственно, вы за это время минглинг, да, сделали, познакомились бы, да, это минглинг, есть различные приемы минглинга есть, да, есть с карточками дети, вот это Quiz Straight, сингапурская и так далее, или бы просто вот минглинг у меня на уроке, он может быть просто неподготовленный, допустим, дети, вот то же самое было, да, у нас, вот здесь вот вопросы, я говорю, так, встали, минглинг. Они пошли, так, пошли к следующему. Почему это нужно? Для того, чтобы ученику с одним и тем же партнером общаться целый урок, даже и бывает интересно, а тут целую четверть еще не интереснее. А когда он общается постоянно с новым партнером, разные уровни учеников, класс-билдинг у нас происходит, то есть тим-билдинг, мы сплочаем коллектив. Да, соответственно, это очень действенный способ. И уметь выдерживать паузу. Да? Это для учителя важный метод. То есть, когда я, допустим, задаю вопрос, даю инструкцию, я говорю thinking time, подумайте. Для чего это важно? У вас вопрос перед глазами, я сразу так начинайте общаться. Нет, они же должны сначала сформулировать, подумать, у них должен быть мыслительный процесс сначала произойти, а потом уже начать говорить. Да, то есть, когда дети к этому приучены, то, что учитель дает всегда время подумать, тогда у них ответы бывают более четкие, более грамотные. Да? На 80% по исследованиям ответ ученика увеличивается, если ему дается время подумать. Да? Даже когда обучением письму, допустим, да? Как говорят, начинаешь, допустим, учить ребенка написать историю, либо эссе. С чего начинаем? 5-10 минут посиди, подумай. Ничего не пиши, посиди, подумай в голове там, да? И потом уже составь какие-то тезисы, и потом уже начинай писать там, да? Ну, с письмом, естественно, больше времени, с говорением чуть поменьше времени мы даем на подумать. Релли Робин. То, что мы сегодня с вами делали, да, где мы в парах обмениваемся вот этими по очереди. Это буквально, наверное, одна из самых распространенных у меня приемов на уроке, потому что очень просто, на любое задание. Давайте с вами сделаем просто Релли Робин, чтобы вы запомнили. Мы с вами делали, еще раз, с партнером
Обсудите, пожалуйста, назовите имена татарских писателей. То есть партнер А одно имя, партнер Б одно имя. Давайте 30 секунд. Да, я подумать не дал, вы, наверное, знаете. Булдыр Ахмад? Да, у нас есть правило 3 секунд. Когда я говорю рахмет, ну, то есть у меня уже дети приучены, да, thank you, если они слово thank you слышат с первого раза, раз, два, три, полная тишина должна быть, да, соответственно, если кто-то услышит, так, thank you сказал, типа, уже, надо прекратить, да, но есть право вот это, там, да, сигнал тишины, но сигнал тишины глупо использовать в аудитории, когда у вас 10-15 человек сидит, ну-ка там, high five, там, да, это когда много людей, когда они не видят, да, какие-то более простые. Так. Время поделись уже. Timed round robin. Да? Timed round robin. Timed PSA есть, да? Когда у вас, у партнера А минута, у партнера Б минута. Здесь уже групповая, да, форма работы, но структурированная. То есть, допустим, вот вы группа, вы, допустим, группа, вы группа, вы группа. Вы участвуете, да? Вы группа, вы можете примкнуть к каким-то из групп. Можете вдвоем остаться. Давайте, каким образом будет это происходить. В каждой группе у вас должен быть ученик 1, 2, 3, 4. Ну, у кого-то 5. Да? 1, 2, 3, 4, 5. Пожалуйста, задание следующее. Сейчас вы будете думать, пока я вам открою Timer Tools. Я открою программу для того, чтобы следить за временем. Подумайте и сделайте рекламу, аннотацию своей любимой книги на татарском языке. Можете описать персонаж, сюжет там, да? Подумайте пока, какую книгу вы опишете. Итак, вопрос был обсудить книгу на татарском языке. Смотрите, я включаю таймер. Каким образом? Вот turn timer. Я эту программу оставлю, я ей пользуюсь активно. У каждого из вас будет, давайте для того, чтобы это сделать побыстрее, сделаем, у каждого из вас будет по 40 секунд. По 40 секунд. Определитесь, пожалуйста, в группе, кто у вас партнер 1, кто партнер 2, кто партнер 3. Для того, кто сидят пятером, вы примерно считаете по 30 секунд каждому партнеру, хорошо? Танзиля Наилевна, вы должны следить за временем. Так, определились? А вы, получается, в паре сидите, вы просто два раунда делаете. Можете две... вы вдвоем? Хорошо. Все. Да, давайте. Итак, тот, кто пятером, тот, получается, чуть поменьше, по 30 секунд примерно. Следите за временем. Итак, пишите свою любимую книгу, постарайтесь концовку не давать. То есть интригующее должно быть описание. Так. Партнеры номер 1, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я видел, кто начинает в каждой группе. Так, хорошо, здесь вижу. Так, у вас не вижу. Вы начинаете. У вас кто начинает? Вы начинаете. Итак, на старт. Внимание, 40 секунд, поехали. Рахмет. 3, 2, 1, 0. Спасибо. Так, я бы сейчас опросил в идеале кого-нибудь из вас. Джамиля Фенди, вы можете рассказать об одной книге вашего партнера, пока я открываю следующий слайд? Шушы әсәрдә бер хатын кызның көн күреше турында сөйләнә. Залюха открывает глаза? Нет? Я только... Монда аның ниндидер бер дини фикерләре бар. Һәм дә ул менә шул тормыш көн күрешендә ничек яшәргә, дин буенча яшәргәме, күңел теләгәнчә яшәргәме, кемгә кияүгә чыгарга, рус егетенәме, татар егетенәме дип баш ватып йөри. Білесіз? Рахмет. Итак,
Использование песен на уроках татарского языка. Вы используете песни на уроках татарского языка? Я сейчас покажу, каким образом я использую песни на уроках английского языка. Мне Хабиба поможет раздать. Очень простой, да? Заполнение пропусков. Сейчас вам раздаются карточки с словами песни. Родом я откуда? Откуда родом я? Нет. Да, родом с Ясных Полян, но корнями мы из Кукмара. Поэтому песня про Кукмар. Итак, сейчас вы послушаете песню про Кукмар. Вам нужно будет заполнить пропуски. Так, все готовы? Ручки берем. Сравните, сравните, пожалуйста, с партнером, какие у вас ответы получились. Угу. Так, спасибо. Итак, первое это что? Кола. Второе? Ерак. Третье? Соғанырсың, да. Четвертое? Узганда. Пятое? Таулары. И шестое? Тынде. Да, там было тынде. В некоторых вариантах идет тонгда, а в некоторых здесь она поет тынде. Итак, каким образом? Смотрите, здесь тоже такой был прием небольшой. Вы выполнили упражнение, прежде чем опросить, ну, как бы я сделал отдельных учеников, да, я попросил, сравните со своим партнером. Для чего это сделано? Для того, чтобы, во-первых, убрать психологический стресс перед опросом. Да? То есть сравнил с партнером, так, а я уже это слово не понял, вдруг здесь неправильно, а это мы вдвоем не поняли, вдруг здесь... Соответственно, он уже будет с большей храбростью отвечать. Да? То есть после того, как мы дали ученикам возможность обсудить с партнером или в группе, и потом уже идет... Просто, то есть это простой пример, мы используем всегда. Просто выбираются пропуски, да, некоторых слов, потом дети заполняют, выучивают. И каким образом можно опросить? Естественно, вот 15 человек вышли, и каждый вот эту песню рассказывает, это урока не хватит. Поэтому лично я использую для таких вещей самодиктант. Self-dictation, это у нас в университете учили. Просто приходят ученики, листочки раздаю, 5 минут или 10 минут все пишут эти слова песни. Если он выучил, он напишет, да? Собираю, и потом очень легко проверить. Написал, не написал. То есть самодиктант. 10 минут с урока, вместо урока или 2. Ага. Использование видео на уроках татарского языка. Да, кто-то назвал это видео. Вот здесь представлены некоторые из приемов, которые можно использовать. What happens next? Что произойдет дальше? Вы смотрите фрагмент. А что же дальше произойдет? Я вам задам. Alternative story. Поменять сюжет. Да? Расскажите этот сюжет, если бы, допустим, про Золушку, допустим. Да? Если бы Золушка там потеряла туфельку, если бы, допустим, представим, она не успела
там, да, выйти из дворца, когда 12 часов пробило, а она уже в зале там вся превратилась обратно, там, да, что произошло? Act it out, да, то есть проиграть, инсценировка вот этой ситуации, вот этого сюжета, да, в группах. И, естественно, ответить на эти вопросы наши любимые, это для critical thinking questions, для более высоких уровней, и просто для описания сюжета, для коммуникации, что, где, когда произошло. Итак, я вам хотел показать одну минуту фрагмента из видео. Если оно проиграется, вроде здесь все работает. Кто-нибудь знает его? Знает? Кто-то это видео даже смотрел, наверное, да? А что, это плохой, да? Я просто его только фрагмент посмотрел, поэтому я вам покажу нормальный фрагмент. Сейчас я посмотрю минуту, которая так, с 2:17. Hazır başlangıç klasta ders var ekan. Hem o'qituvchi taqtaga yozib qo'ygan. G'arafiy siziq shapshaqdi. Balalarga aytgan, balalar kim shu so'zlardan xato topar, shunga deyishdi. Eng birinchi soniya. Eng birinchi Сания. Обсудите в парах, что произошло дальше. Что Сания сказала? И что произошло дальше в этой истории? Подумайте. Итак, давайте послушаем, есть у кого-то идеи, что произошло? Сания что сказала? Сания, нәрсе-то? А? Можно попкорн? Ярар, рахмат. Эдегіз тыңлап қарайық. Так, чуть-чуть назад. Hazır başlangıç klasta ders var ekan. Hem o'qituvchi taqtaga yozib qo'ygan. G'arafiy siziq shapshaqdi. Balalarga aytgan, balalar kim shu so'zlardan xato topar, shunga deyishdi. Eng birinchi soniya отличница qo'lini ko'tarar ekan. Opa dey, tatar tilida g'arafiy so'zida g harfidan so'ng o yoziladi. G'arafiy. Hali men bunda ikkinchi xatoda ko'raman, opa. G'arafiy ul ism, ul zo'r harfdan yoziladi. Молодец, Soniya, deyishdi deb aytadi. Shundan so'ng ikkala topshig'i valida qo'lini ko'tarar ekan. Vali senda xato topdimmi? Ay, opa dey. Voy, qara olay bo'lg'as. Opa, mening g'arafiy zo'r bo'lg'ach, shapshag'ini zo'rdir endi. Да, вот мы активно на уроках английского языка используем видео. Как бы я думаю, что нехваткой видео на татарском языке нет. На ютубе много видео. Я когда даже искал, находил фильмы на татарском языке, не знаю, насколько они проходят цензуру. Так. Да, то есть вот здесь мы применили методику, да, what happens next. Можно и другие, да? Так. А? Да, тамам либес. Итак, давайте подведем к концу сегодняшнее наше занятие. В традиционном уроке, да, идет фокус на экзамены, подготавливаем к экзамену, экзамен-центрированный урок, да, БДИ и так далее, и так далее. А в современном уроке мы развиваем компетенции, то есть для нас важны именно процессы, то, что дети делают на уроке, вот эти коммуникации и так далее, и так далее. Здесь идет индивидуальное учение, соревнования, постоянные вот эти рейтинги, кто плохо написал, кто неплохо написал, вывешивание, хвала лучших, унижение худших. Здесь же у нас идет обучение в сотрудничестве. Каждый заинтересован в успехе другого человека. Помогают им, да? В центре учитель центрированный урок. В центре ученик центрированный урок, да? То есть полностью ученик все выполняет. И вот интересный перевод. Это с английского перевод. Hogs and logs. Боровые бревна, да?
Ну, традиционный урок. Учитель, вначале я задаю вопрос, ученик поднимает руку, да? Кто поднимает руку всегда? Тот ученик, который всегда знает ответ, вот эти боровы, да? Всегда хочет обижаться, если его не спросили, а бревна, это те, лишь бы меня не спросили, лишь бы бревна, да? То есть он, что есть, что нет его, да? Урок прошел, откатился и так далее. Здесь у нас что равенство? У каждого, вот 4 человека было, у каждого 40 секунд. Ну, у кого-то там, да, было поменьше, но тем не менее в группе было равенство. Итак, какие плюсы у нас, когда мы используем вот такие коммуникативные методики, активное обучение, вот вы, наверное, слышали, активные методы обучения, да? Это то, что повышается академическая успеваемость учеников, да? Мы активно используем критическое мышление, то есть детям задаем много вопросов, как это было на первом слайде, да, про первоклассника. Здесь мы учим детей вербализировать свои знания. То есть то, что находится здесь, они должны обязательно проговорить. Обучаем детей работать в команде. Да, мы знаем навыки 21 века, коммуникация, работа в команде, критическое мышление. Это когда ученики именно вместе сообщать, делают, не индивидуально. Повышаем социализацию учеников, это про социализацию, то есть они в общество входят более зрелыми людьми. Почему? Потому что мы микрообщество создаем в коллективе, где он постоянно взаимодействует с большим количеством ребят, где постоянно выражает свое мнение, учится и уважать, и слушать, и активному слушанию и так далее. И у него повышается интерес, любовь к этому предмету, к учителю, естественно. Если он любит этого учителя, сами знаете, он будет любить предмет. А будет любить учителя тогда, когда учитель соответствует его интересам. То есть его интересы какие? Это видео, аудио, какие-то интересные тексты, интересные картинки. Это когда мы интересуемся жизнью учеников, там, да, задаем вопросы с ними связанные. И, пожалуйста, последняя у нас сегодня рефлексия. Рефлексия. Так, Хабиба мне поможет. Каждому задаст. Вам сейчас раздадутся карточки, билетик на выход. Сейчас я пробегу, назову, да, вот это прием рефлексии 3, 2, 1. Вы должны будете здесь записать обязательно, можете свое имя не указывать, записать 3 вещи, которые вы сегодня узнали, услышали, узнали, как бы новая вещь. 2 приема, которые вы примените, 2 вещи, 2 техники, которые вы примените у себя в работе, и 1 вопрос, который у вас остался, связанный вот со всем, что вы сегодня услышали. Итак, давайте быстренько пробегусь по презентации. Вот, мы начали со мной, прием звезда был, потом были зачины различные, шутки, цитаты. Как начать урок, да, метод приема зачинов. У нас была техника Пликерс. Узнали про то, что мы конкурентами, оказывается, являемся вот с этими вещами. Дети больше любят общение друг с другом. Принципы пирога, пирамида обучения, попкорн, обучающие структуры, каким образом, какие есть проблемы в говорении, почему дети не говорят, каким образом эти проблемы говорения можно решить. Презентация будет у Рашата Б. Как методика английского языка вводит даже грамматику, очень большое количество говорения. Что нужно использовать готовые какие-то структурные элементы предложений детям давать, полезные фразы, слова, которые дети должны использовать. Обязательно увеличивать время учеников. До 70% времени дети должны говорить на старших этапах обучения, да? Когда они уже владеют языком. Когда дети еще не владеют языком, очень плохой, допустим, элементарный, тогда учитель, допустим, в английском языке является источником, да, как мама. То есть языковая мама является. Они сначала впитывают и потом начинают говорить. Как увеличить время учеников? Релли Робин. Time per share был у нас. Использование песен на татарском языке, видео. Традиционный современный урок, плюсы методов активного. Итак, пишем рефлексию вашу. Давайте вам дадим 2 минуты времени. 1 минуту времени. 2. Еще написать надо. Итак, время вышло.
Можно, пожалуйста, соберу ваши билетики. Кто не сдаст, тот не выходит. Спасибо. Рахмат. Так. Ваши билетики. Спасибо. Это для меня, для рефлексии. Узнать, какие методики интересны, какие задают вопросы. Возможно, на некоторые ваши вопросы удастся через Рашад Эфенди ответить. Нужно. Обязательно. Вопрос, проблема какая-то. Информации было много. Так. Sıralar болса беріп қалдыңыз. Да. Большое спасибо за внимание. Бигзур Рахмат, сізге оңышлар.